В эфире Абхазского телевидения еженедельная итоговая программа «События недели». В студии Ирина Аршба. Здравствуйте. В нашей программе мы вспоминаем наиболее яркие события уходящей недели, обсуждаем их с экспертами, подводим итоги. Отставка министра внутренних дел и генерального прокурора Абхазии и новые назначения. Первый тестовый заход в Сухумский порт круизного лайнера «Князь Владимир» и начало высадки пальм на набережной Сухума – пожалуй, самые значимые события недели, которые стоит вспомнить и обсудить. 2 декабря президент провел совещание с руководителями силовых структур, в котором также приняли участие вице-президент Аслан Барцыц, спикер парламента Валерий Кварчия, премьер-министр Валерий Бганба. Глава государства, заслушав отчет о ходе расследования преступлений, совершенных в ноябре текущего года в городе Сухум, заявил: на Совете Безопасности были определены сроки по раскрытию этих преступлений. Результат, который мы имеем, требует принятия решений об отставке министра внутренних дел и внесения в Народное собрание представления об освобождении генерального прокурора. И сразу же после Совбеза последовал указ главы государства об освобождении от занимаемой должности министра внутренних дел Гари Аршба и представление об отставке генерального прокурора Абхазии Зураба Ачба в Народное собрание. В этот же день на внеочередном заседании сессии парламента депутаты одобрили представление президента. После рассмотрения вопроса была создана счетная комиссия и проведено тайное голосование, по итогам которого и было принято решение об освобождении от занимаемых должностей генпрокурора и его заместителя. Присутствовало депутатов 29, всего бюллетеней 33, выданных бюллетеней 29, проголосовало 29. Недействительных бюллетеней 1. За освобождение от должности Ачба Зураба Шотовича 19 человек, против 9. По итогам тайного голосования Ачба Зураб Шотович освобожден от должности генерального прокурора Республики Абхазия. За освобождение от должности заместителя генерального прокурора 27 человек, против 2. По итогам тайного голосования Какалия Ишсо Иванович освобожден от должности заместителя генерального прокурора Республики Абхазия. Уже 4 декабря министром внутренних дел был назначен Рауль Смыр, а на следующий день он был представлен коллективу ведомства. Представляя коллективу МВД нового министра внутренних дел Рауля Смыр, президент Рауль Хаджимба отметил, что перед ним стоит задача по раскрытию преступления, совершенного 22 ноября в Сухуме. Кроме того, президент подчеркнул, что отставка бывшего министра Гари Аршба связана с невыполнением сроков раскрытия данного преступления. Поручения, которые были даны на Совете Безопасности, которые должны были быть отработаны ими по горячим следам, к сожалению, не были сделаны. И это не дало результата. Были сделаны выводы. И пусть никто не рассказывает о том, что под давлением общественности были приняты эти шаги. Эти шаги были названы до начала всего того, что происходило потом в обществе. На Совете Безопасности было сказано об этих мерах, которые могут возникнуть. Рауль Хаджимба также отметил необходимость более скоординированной работы правоохранительных структур и оказания поддержки новому министру со стороны личного состава МВД. Просил бы всех встать рядом с министром и сделать так, чтобы работа МВД стала бы понятной, качественной. Объединитесь все вместе и давайте делать работу. Смыр Рауль Кязымович родился в селе Планархо Гудаутского района, герой Абхазии, полковник милиции. Более 20 лет служит в органах внутренних дел. До назначения на должность министра длительное время возглавлял Управление общественной безопасности МВД Республики Абхазия. Аля Катравш, Алексей Гухава, Томас Чиковани. Абхазское телевидение. Президент также внес на рассмотрение Народного собрания Абхазии представление о назначении на должность генерального прокурора республики Адгура Агарба. Агарб Адгур Нукзарович родился 15 января 1981 года в городе Сухум. В 2005 году окончил историко-юридический факультет Абхазского государственного университета по специальности юриспруденция. В органах прокуратуры работает с 2002 года. С 8 декабря 2015 года заместитель генерального прокурора, военный прокурор Республики Абхазия. 6 мая 2019 года Адгуру Агарба присвоено очередное воинское звание генерал-майора юстиции. Криминогенную обстановку в стране и сложившуюся в этом свете общественно-политическую ситуацию мы обсудим с гостем нашей сегодняшней программы, юристом, общественным деятелем Томазом Кецба. Томаз Иванович, здравствуйте. Добро пожаловать к нам в студию.
Как вы вообще можете оценить криминогенную обстановку в стране? Наша сегодняшняя действительность, особенно вот то, что касается криминогенной обстановки в стране, по ряду направлений, если говорить о моем собственном ощущении и мнении сложившемся, по ряду направлений, таких как ситуация, скажем, с дорожно-транспортными происшествиями, которая, я беру эту ситуацию, оцениваю не за последние 3-5 лет, а вообще послевоенную ситуацию, и ситуацию, связанную с незаконным оборотом наркотиков и, как следствием, увеличением количества потребляемости наркотических средств, лично я оцениваю как близкое к катастрофичности. К сожалению, у нас меняются министры, у нас меняются президенты, но ситуация с дорожно-транспортными происшествиями, которая, в принципе, статистику трудно переврать, она легко просчитываемая. Насколько я знаю, цифры погибших и пострадавших в послевоенный период, они сопоставимы с потерями во время войны. Да, в войне. Другое дело, что цифры, если говорить о статистике, связанные с незаконным оборотом наркотиков и потребляемости в динамике, здесь сложнее, потому что этот вид преступления, он как бы в значительной части своей носит латентный характер, и даже регистрация людей, принимающих наркотики, статистика здесь недостоверная, да, потому что в значительной части люди не состоят на учете по разным причинам. Вот. И в этой связи, конечно, оценивая ситуацию, вот, скажем, хотя бы в этих двух компонентах, конечно, вот разговоры наших политиков на любимые темы, о демографии, они, конечно, выглядят абсолютным фарисейством. Потому что каких-то серьезных мер за все это время предпринято не было, иначе бы ситуация была бы произошел бы перелом в ситуации. Наоборот, есть у многих людей есть ощущение, что в сфере незаконного оборота наркотиков ситуация усугубляется. И, конечно, это не может вызывать опасения со стороны рядовых граждан, что в динамике к чему мы можем подойти. Вот. Еще раз повторюсь, это упрек не только к нынешней власти, это происходило и до того, и в предыдущей власти, и до них это происходило. Это вот такой вот ком, который растет, да, который растет. О чем, с моей точки зрения, это говорит прежде всего? Ну, состояние общества, когда кто-то пытается оценивать состояние общества, оно чем-то сопоставимо с состоянием здоровья человека. Вот. И не поставив диагноз, нельзя назначать лечение, да? Иначе это будет что-то совершенно другие результаты, а может быть и противоположные результаты. Вот. Выявить, почему это происходит. К сожалению, вот этот диагноз никто за послевоенное время в таком объемном, в таком виде не ставил задачу такую. И это лишний раз демонстрирует о том, что наша власть и оппозиция так и не научились конструктивно работать, вместе работать над общегосударственными проблемами. Да? Не могут сесть, не могут работать над одним планом. Да? Зачем далеко ходить? Таких примеров есть. Есть планы, скажем, социально-экономического развития, но они, так сказать, лежат обычной бумагой. Есть какие-то точечные действия. Ну, закупили какое-то количество новых машин, закупили портфель исследователя, допустим. Да? Но какого-то комплексного подхода, к сожалению, мы не видим. И ситуация вот такая, какая она есть. А то, что вы сказали, связанное вот с последними преступлениями, ну, здесь больше, наверное, можно говорить о эмоциональном таком всплеске в обществе, потому что преступление совершено предельно дерзко, вот,
способом, опасным для жизни многих людей в публичном месте. Вот. И самое главное, что мы абсолютно не гарантированы, что это дерзкое преступление будет раскрыто и участники, преступники будут преданы справедливому суду. А почему, как вы думаете, вот такого рода события, когда происходят в нашей стране, они получают политический окрас, перетекают в политическое русло? Практически в любом государстве подобного рода события, такие резонансные события, это всегда хороший повод упрекнуть власть со стороны противника власти, в данном случае оппозиции. Раз. Это как бы такая азбучная истина политической борьбы. С другой стороны, подобного рода действия, как вы знаете, повлекли кадровые изменения. Да? Освобождены от должности руководства МВД, Генеральной прокуратуры, с криминалом там, и так далее. За последние 5 лет это уже вот 6-й министр внутренних дел. Да. И как вы думаете, вот новые назначения, они могут изменить кардинально ситуацию? Я боюсь показаться пессимистом, но мне кажется, что если ситуация будет такой, как она сейчас, я боюсь, что ничего не поменяется. Ну, по характеристикам, скажем, если говорить о новом министре внутренних дел, это герой войны, такой настоящий, я его немного знаю так со стороны. Но, вы знаете, назначение любого человека, какой бы положительный бы он ни был, если ты его не вооружаешь, если ты его не снабжаешь всем необходимым, серьезных изменений я не жду, потому что, в принципе, надо проанализировать, что из себя представляет сегодня наше Министерство внутренних дел и вообще правоохранительные органы. Сегодня в МВД и в органах прокуратуры остались единицы людей, и они тоже вот завтра, послезавтра уйдут, которые имели советскую школу подготовки. При всем критичности, так сказать, оценки каких-то вещей, это была довольно основательная подготовка. И на фоне того, кто приходят в органы послевоенный период, да, конечно, эти люди отличались и уровнем профессионализма, да и жизненный опыт был очень серьезно накоплен, практический опыт был накоплен. Эти люди уходят. Потом в них еще была, мне кажется, заложена какая-то вот идейность. Была, да, была, совершенно правильно. Да. Эти люди во многом работали, веря, так сказать, в то, что они делают и так далее. Я хочу вам напомнить, у нас после войны в довольно спешной обстановке вынуждено было создано, это при министре, по-моему, Алмазбек Чач была создана школа милиции. К сожалению, эта школа не отвечает на сегодняшний день. Но это низовой и средний уровень. Но эти люди вырастают потом в каких-то начальников, отделов, подразделений внутри МВД. То есть уровень образования, уровень профессионализма там недостаточный. А вот те, о ком я сказал в начале, это люди, которые занимали высшую иерархию в правоохранительной системе, и их становится все меньше, завтра, послезавтра их не останется. Ну почему же сейчас же очень много молодежи посылают в Россию на обучение в высшие школы милиции, да, которые заканчивают, приезжают и работают? Да, но эти люди не имеют абсолютно пока практического опыта. И вот, к сожалению, у нас вот такой вот разрыв произошел. Вот. Это одна сторона, кадровая. Да? Ну, не секрет, что у нас и материально-техническое оснащение недостаточно, если не сказать, что оно слабое. Главный вопрос, который я бы поставил на первое место, это кадровый вопрос. То есть с кем новому министру придется, так сказать, работать. Да? Насколько эти люди профессионально подготовлены и насколько они своим сознанием, так сказать, пришли туда, куда надо прийти. Вот. Второе – это материально-техническое оснащение. И опыт работы, конечно, имеет немаловажное значение. Дальше, в практической работе, конечно, наша милиция, к сожалению, даже если она выполняет какие-то функции, в том числе и ГАИ и так далее, то какого-то уровня она может выполнять работу. Дальше она упирается, у нас маленькое общество, оно упирается в родственников и в высокопоставленных чиновников, их членов семьи и так далее, и так далее.
То есть я к чему это говорю? Милиция не может в полном объеме выполнять свою работу, потому что вот есть такой феномен маленького общества, и они не могут, то есть когда закон работает избирательно, для одного человека он работает в полном объеме, для другого он работает в усеченном виде, законность не может существовать в таком обществе. То же самое. Что с этим делать? Вот об этом говорится очень часто. Еще Зурабачева в одном из своих интервью говорил, да, что если мы не будем наказывать своих родных, братьев, родственников, преступников, то мы рано или поздно превратимся в бандитскую страну. И этот вопрос не теряет своей актуальности уже на протяжении всего послевоенного периода. Что с этим делать? К сожалению, в этом направлении ничего не было сделано. И вот не так давно, перед президентскими выборами, я был вовлечен группой молодых людей в процесс лоббирования закона о противодействии коррупции, о незаконном обогащении там, и так далее, и так далее. То, что связано с антикоррупционными действиями. К сожалению, для парламента этот вопрос оказался не является приоритетом. Между тем, вот вопросы, которые вы сейчас задали, они имеют прямое отношение. Вы знаете, когда сотрудник правоохранительных органов, неважно кто, милиционер, прокурор, следователь или судья, сталкивается с ситуацией, когда он не может в силу того, что значит, там замешаны или в конкретном инциденте принимают участие там, высокопоставленный чиновник или его родственники и так далее, этот человек должен быть вооружен законом. Этот человек должен быть предупрежден законом о том, что как только он сталкивается в каком-то конкретном деле со своим родственником или со своим односельчанином, он должен об этом заявить. Эти меры, они очень сходны с антикоррупционными мерами. И он должен знать, что закон и его непосредственное начальство его защитит. Но этого не происходит. Когда милиционер или следователь сталкивается с такой ситуацией, в 99% случаев он потеряет работу или он пострадает каким-то образом, но его непосредственный начальник не сможет его ни защитить, ни закон его не защищает. Вот мы должны сделать так, чтобы вот эта ситуация работала абсолютно безотказно. Понятно, что будут, конечно, сложности, но здесь нужна политическая воля руководства, не только руководства МВД, но руководства. И вся политическая элита должна понимать, что вот эти правила игры касаются любого человека, члена семьи президента, члена семьи премьер-министра, депутата парламента и так далее, и так далее. Что это будет предано гласности и что этот человек не сможет остаться там на работе, если он будет пытаться влиять на... в отношении, допустим, судей есть же гарантии, государственные гарантии, там больше гарантии от криминального посягательства, нежели, скажем, от влияния там, высокопоставленных чиновников. Но мы должны эту сферу отношений тоже отрегулировать. Мы ведь не единственные такая маленькая страна. Есть очень неплохой европейский опыт, маленькие государства Европы. Как они решают подобные проблемы? Мы думаем, что Кавказ, нигде, как на Кавказе, нет родственных или каких-то дружеских связей. Они есть во многих странах, это обычные человеческие отношения. Есть опыт маленьких государств, еще раз повторяю, таких как Сан-Марино, Андорра и так далее, и так далее, и так далее. И они научились решать эти вопросы. Может быть, есть смысл посмотреть, как это делается. Хотелось бы еще обсудить с вами перспективу законопроекта о борьбе с организованной преступностью, который направлен президентом в парламент страны, но до сих пор так и не рассмотрен. Как вы думаете, почему задерживается его рассмотрение в парламенте? Мне сейчас трудно судить, потому что я, во-первых, не знаю истинных причин, почему этот законопроект, насколько я слышал, этот законопроект был отправлен в парламент еще до президентских выборов. Да, в марте. Да. Мы можем, так сказать, сделать скидку на то, что развернулась избирательная кампания.
Почему сейчас этого не происходит? Мне сложно судить, я ни с кем из депутатов на эту тему не разговаривал. Вы знаете, Ирина, мне кажется, что, к сожалению, есть для меня большая загадка, что является приоритетом для нашего законодательного органа. Приоритетом одним или приоритетами, несколькими приоритетами. Я их не слышал ни разу. Еще раз говорю, это камень в огород не нынешнего созыва парламента. Я этого не слышал и не при предыдущем парламенте, и не при предыдущем. Но мне кажется, что приоритеты должны быть озвучены и в рамках законодательной деятельности. Что собирается? Как депутаты видят первоочередные свои действия? Да? Какие законы они ставят в первую очередь, во вторую очередь и так далее, и так далее. Как они их ранжируют. Да? Мне ни разу этого не приходилось слышать, честно говоря. Ну, во многом вот от этого и результаты, наверное, такие. Приступили они к обсуждению или к рассмотрению этого в комитетах или комиссиях, мне тоже неизвестно. Что касается перспектив этого законопроекта, такие законы существуют во многих странах. По отношению к оргпреступности государство всегда ведет себя гораздо более жестче, нежели там к преступникам-одиночкам и так далее. И это абсолютно оправдано. Но еще раз хочу сказать, у нас есть и сегодня неплохие законы. К сожалению, наличие закона, наличие кодексов еще не гарантирует успешную борьбу с преступностью. Это только один из компонентов. Да? Нужны вот то, с чего мы начали, нужны профессиональные кадры, нужна прежде всего планомерная работа. И я думаю, что мы должны, я имею в виду власть и общество, должны проанализировать ситуацию. Мы не должны отдавать это все на откуп ГАИ или даже всего МВД. Мы должны понять, иметь статистику, посмотреть динамику, какие меры принимаются. Это должен быть какой-то постоянно действующий орган, штабом мы его назовем, комиссией мы его назовем, куда должны войти помимо профессионалов журналисты, общественность другая и так далее, и так далее. И эта структура должна регулярно собираться и отслеживать, и открыто говорить, чего не хватает, какие достижения и где надо сделать упор, где получить дополнительное финансирование. Вот это называется приоритеты, понимаете? Мы потеряли огромное количество людей, из них больше 50% людей это молодые люди, понимаете? Мы попали в одну демографическую яму за последние 25 лет, да, с войной, да, и мы сами себе, это уже не война, это рукотворно, это наша, так сказать, бездеятельность, наша абсолютно такой вот непрофессиональный, не государственный подход, не общественный подход, который привел к тому, что у нас количество погибших перевалило уже огромную цифру, даже называть страшно. Потом вот это состояние оргпреступности, с чего мы начали, да, оно требует специальных мер. Специальных мер, которые тоже накоплены в ряде государств. В нашем обществе очень важное место в жизни граждан занимают соцсети. И, пожалуй, вот, наверное, общественное мнение формируется именно там. Часто в соцсетях появляются публикации, которые порочат имя публичных людей. Можно встретить оскорбления, обвинения, причем разного характера, разного плана. Что вы думаете по этому поводу? Насколько допустимы вообще такие публикации? И есть ли способ как-то с ними бороться, может быть, привлекать к ответственности людей, которые занимаются этим? То, что касается самого сути вопроса, оскорбления, унижения человеческого достоинства и так далее, оно неприемлемо в любой форме. Тем более, что социальные сети – это публичная форма обнародования какой-то информации, и это уже как бы составляет как минимум правонарушение. С другой стороны, в обществе и у нас в том числе была дискуссия, такая вялотекущая, правда, но в некоторых странах, скажем, такой статьи, как клевета, нет. Но с чего хочу начать?
Я не очень хорошо, так сказать, владею техническими возможностями, не очень хорошо знаком с этой стороной жизни нашей новой. Но я слышал о том, что, ну, во-первых, много участников этих социальных сетей участвуют под псевдонимами, так называемыми никами, там, анонимами и так далее. Как бы вот маскируются и, пользуясь вот этой анонимностью, они позволяют себе оскорблять и унижать человеческое достоинство. Насколько я знаю, такие технические возможности есть. Я не знаю, владеют ими наши правоохранительные органы или нет, но если не владеют, их надо, потому что это достаточно распространенное явление становится. А нашим законом предусмотрено наказание за клевету, за оскорбление? У нас есть закон, личности? который у нас есть гражданско-правовая ответственность за унижение чести и достоинства человека. Есть уголовная статья, хотя я являюсь сторонником ее отмены, но тем не менее она есть. Вот. Распространение публичных ложных сведений, да? Вот. Это публичное пространство, и, естественно, оно должно быть приравнено как к средству массовой информации. Другое дело, почему власть не реагирует. Отчасти я знаю, что нет, во многих случаях люди не обращаются. Будучи оскорбленными незаслуженно там, и униженные, так сказать, предпочитают по каким-то причинам не обращаться. Но те, которые обращаются, к сожалению, результативности тоже такой особой нет. Хотя один ваш коллега недавно обратился в прокуратуру, но там была другая ситуация. Дело в том, что люди, которые его оскорбляли, они не были анонимными. Вот. И там было, насколько я знаю, там было реагирование со стороны прокуратуры. Сложнее, когда эти люди прячутся под анонимными именами. Но тем не менее, технически это делается в других странах. Я думаю, что нам, поскольку это все больше и больше начинает занимать место в нашей жизни, да, эти все социальные сети, вообще весь интернет, он вовлекает все больше и больше людей. Я думаю, мы давно уже должны были приобрести вот эти технические возможности для того, чтобы, значит, пресекать подобного рода деятельность. И я вас уверяю, что когда люди будут точно знать, что вне зависимости от того, там, прячутся ли они за анонимом, что их все равно могут разоблачить, я думаю, что это количество этих действий, оно будет намного сократиться. Спасибо вам за беседу, что нашли время и пришли сегодня к нам в гости. На этой неделе состоялось довольно значимое событие для нашей страны. В понедельник утром в порту Сухума пришвартовался круизный лайнер «Князь Владимир». Судно совершило тестовый заход в столичный морской вокзал после окончания масштабных дноуглубительных работ. За послевоенную историю Абхазии подобный корабль прибыл в республику впервые. В порту команду встречал президент Рауль Хаджимба, сотрудники таможенной службы, представители абхазского морского пароходства, жители и гости столицы. Среди них была и наша съемочная группа. Репортаж Амелии Бисмарк. Сообщения о том, что лайнер «Князь Владимир» зайдет в Сухумскую бухту рано утром в понедельник, появились в прессе еще накануне. Уже до рассвета в порту прибытия судна с волнением ожидали ответственные специалисты, представители СМИ и простые горожане. Ближе к 9 часам утра лайнер взял полный курс на Сухумский порт. 2 декабря 2019 года – это день второго рождения Сухумского порта. Первый раз в истории современной Абхазии в морскую гавань нашей столицы заходит российский круизный лайнер «Князь Владимир». Это всего лишь тестовый заход судна, но можно с уверенностью сказать, что жители страны запомнят это зимнее утро навсегда. После того, как было принято окончательное решение о включении в круизную программу «Князя Владимира» посещения Абхазии, в столичном порту начались серьезные подготовительные работы, которые продолжались несколько месяцев. И вот специалисты посчитали возможным попробовать пришвартовать корабль в Сухуме. Увидеть это впечатляющее действо, несмотря на холодную ветреную погоду, собралось немало людей. Некоторые из них признаются, что минувшая ночь была бессонной и очень волнительной. Давно мы этого ждали, когда уже какое-то изменение в лучшую сторону будет в нашей республике. И даже спать сегодня не смогла. Я с часу бодрствовала, а в 6 часов уже пошла на берег
Издали были видны огни, потом на рейде стоял, и все ждем, наконец-то, наконец-то. Порт Сухум уникален своим удобным расположением. В советское время здесь швартовались морские и океанские лайнеры. Коренные жители столицы признаются, что испытывают сегодня моменты ностальгии. Мы сухумчане, которые видели подход таких кораблей красивых, детьми бегали по этой набережной, поэтому для нас для меня очень заново. Я стою, волнуюсь, я вам честно скажу. Стоим и ждем вот здесь все горожане. Время идет быстро, и с каждой минутой князь Владимир подходит все ближе к порту. Его сопровождают буксиры. Морской вокзал дает окончательную команду, и спустя несколько минут происходит швартовка лайнера. Люди снимают происходящее на мобильные телефоны и аплодируют. Судно успешно пришвартовано в Сухумском порту. Прям душа радует, когда видишь такое. Красота. Надеюсь, что еще продолжение будет такое. Вот, потихонечку, и все налаживается. Слегка даже поражает событие это сегодняшнее. Я думаю, что это хорошее начинание для Абхазии. То есть, может быть, даже не начинание, может быть, даже продолжение того, что было раньше при Советском Союзе. Так что у людей просто появится возможность быть водными туристами, то есть преодолевать это расстояние по морю и получать какие-то новые впечатления. Мы с утра пришли, узнали, что прибывает князь Владимир. Мы ждали долгожданную встречу. Нам очень понравилось. Прям просто слов нет. Несказанно рады прибытию круизного лайнера и юные жители столицы. Братья Леон и Сулхан Барцыц признаются, что поражены размером судна. Раньше видел корабли, но не настолько большие. Он понравился, мы специально пришли, чтобы его увидеть. Он сам такой огромный и красивый такой. Поприветствовать команду лайнера в Сухумский порт прибыла делегация представителей руководства страны во главе с президентом Раулем Хаджимба. Встреча гостей в рамках национальных традиций под звучание музыки и угощения. У самого трапа заместитель руководителя Федерального агентства речного и морского транспорта Российской Федерации Захарий Джиоев подчеркивает в интервью журналистам, тестовый заход лайнера прошел успешно и без нареканий. Все прошло четко по тому плану, который намечали. Погода, как вы видите, вообще просто идеальная. Солнце, главное, нет ветра, волны. Все прошло очень четко, отработали и судовые команды, и береговая команда. Все отработали прям как надо и пришвартовались идеально. Это знаковое событие для развития туристического направления Абхазии, отметил президент Рауль Хаджимба. Я надеюсь на то, что те процессы, которые были до войны, связанные с туристической деятельностью, с заходом больших кораблей, будет иметь место с сегодняшнего дня и в нашей Абхазии. Девятипалубный лайнер «Князь Владимир» рассчитан на 800 человек. На борту расположены 3 ресторана, 2 бассейна и кинотеатр. Сочи, Новороссийск, Ялта, Севастополь. В установленную программу лайнера с 2020 года включен и Сухум. Первый раз, говорю, с таким дружественным визитом захожу. Обычно как-то уже по накатанному ходили. А сейчас это просто тестовый рейс, первый раз. Интересно. По времени нас ограничивало только, что мы должны были подойти сюда поутру. То есть сюда, в принципе, дойти можно за 4 часа с Сочи. Все зависит от того, как распланировать, я имею в виду время захода. Юрий Трегианов, боцман, работает на лайнере с момента запуска. Заход в бухту абхазской столицы прошел удачно. Даже бушевавшая в воскресенье вечером непогода сменила свое настроение, отмечает моряк. Получилось все очень хорошо даже. Мы думали, что будет хуже, хотя и погода так начала сопутствовать нам. Пришвартовались, все нормально, все отлично. Сухумский порт, обычный, как Ялта, тоже похож на Ялту немножко. Тоже такие же сделаны здесь припасы. В принципе, нормально. Приходить можно и работать здесь можно. Хороший лайнер вообще. Отдыхай, да отдыхай. Первый рабочий заход в порт Сухум в рамках круизной программы князя Владимира запланирован на май 2020 года. Лайнер будет приходить в Абхазию раз в 4 недели, до сентября. Амелия Бисмарк, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение.
С 2020 года в Абхазии будет внедрена новая система расчетов в торговых объектах через контрольно-кассовые аппараты. С их помощью информация об обороте денежных средств на предприятиях будет поступать напрямую в базу Министерства по налогам и сборам. Основная цель внедрения системы онлайн-касс – сокращение объема неучтенного оборота, автоматизированный контроль за денежными поступлениями налогоплательщиков, снижение административной нагрузки на бизнес, количество налоговых проверок и, самое главное, защита прав потребителей. На реализацию проекта государством будет выделено 20 миллионов рублей. Проект будет профинансирован по программе государственного и частного партнерства. Половину расходов покроет государство, а другую – предприниматели. Проект практически готов и представлен на рассмотрение в Кабинет министров республики. На первом этапе будут охвачены только самые крупные торговые объекты. Таких в Сухуми около 1000, а по всей республике порядка 700. На первом этапе планируют установить около 500 аппаратов. На сегодняшний день время диктует переходить на цивилизованные формы ведения учета денежных средств, которые получают предприниматели, осуществляют свою предпринимательскую деятельность. Соответственно, чтобы эти обороты были прозрачны и попадали под налогообложение. Контрольно-кассовая техника, которая будет применяться на территории Республики Абхазия, будет иметь свою специфику. То есть она будет привязана к нашему внутреннему налоговому законодательству в части программного обеспечения. Порядок установления и категория предприятий будет регламентироваться постановлением Кабинета министров. Постановление Кабинета министров проект разработан, находится в стадии рассмотрения, и после его принятия уже будут более четко определены. Оттуда будет видно, какие категории предпринимателей и при каких условиях должны будут иметь контрольно-кассовые машины. На подстанции БЗИП-220 завершились работы по установке временного резервного трансформатора, благодаря чему жители Гагарского и Гудаутского районов бесперебойно обеспечены электроэнергией в холодные зимние дни. В октябре текущего года здесь произошла авария. В один из двух трансформаторов ударила молния, после чего он полностью вышел из строя. Транспортировка и монтажные работы по установке резервного трансформатора оказались сложной задачей. Работы велись в течение 3 недель. В них были задействованы в общей сложности до 200 сотрудников Галского, Сухумского и Гагарского филиалов РУП «Черноморэнерго». Установленный резервный трансформатор будет эксплуатироваться, пока его не заменят новым, который уже изготовлен в России и прибудет по железнодорожным путям в Абхазию в конце текущего месяца. А для проведения всех необходимых работ по вводу агрегата в эксплуатацию понадобится более 2 месяцев. На Сухумской набережной начались подготовительные работы по высадке новой пальмовой аллеи. Привезенных из Италии пальм хватит, чтобы высадить полноценную аллею от Абхазского драматического театра до кафе «Пингвин». Экзотические деревья в подарок столице приобрел на собственные средства исполняющий обязанности главы администрации города Сухум. Перед тем, как высадить деревья, их подвергли экспертизе. Карантинная инспекция не выявила присутствие каких-либо болезней или вредителей. Аллею из 61 пальмы сорта Вашингтония планируют высадить уже к Новому году. Пользуясь случаем, я хотел бы обратиться ко всем горожанам нашим, кто имеет возможность, а таких немало у нас в городе, чтобы последовали нашему примеру. Не обязательно это пусть будут пальмы, любое. Сегодня, если есть возможность, всегда можно посильную помощь оказать своему любимому городу. В виде разных вещей, там, я не знаю, улучшения паркового хозяйства, улучшения, не знаю, сквериков, фасадов тех же наших зданий, которые находятся у нас в городе. То есть мы любую помощь готовы принять, финансовую, физическую. 80 лет назад в одной из тбилисских тюрем ушла из жизни Сария Лакоба. Женщина, навсегда оставшаяся в истории Абхазии как пример преданности и мужества. Супруга видного государственного деятеля советской Абхазии Нестора Лакоба. К этой дате, 5 декабря, в Государственном русском театре драмы имени Фазиля Искандера состоялся вечер памяти. В мероприятии приняли участие актеры Русдрама. Репортаж Сарии Кварцхелия.
Литературно-документальный вечер, посвященный памяти Сарии Лакоба, начался с показа архивных видео. Интервью первого президента Абхазии Владислава Ардзенба, запись выступления писателя Фазиля Искандера, доклад историка Станислава Лакоба и все это об одном человеке – Сарии Лакоба. Показ архивного видео – это часть театрализованного представления, фрагменты которого воссоздают жизнь Сарии, ее супруга Нестора, родственников и рассказывают о Сухуме, где все они жили. Большие черные глаза, ресницы веером, брови в разлет, черные волосы. В жизни она была красивее, чем на фотографии. Добрая, всегда улыбчивая. Для актеров Русдрама сегодняшний вечер волнителен по-особенному, так как они стали частью трагической судьбы не только Сарии Лакоба, но и истории всего абхазского народа. Нам дают материал, говорят, что вот там у тебя Сария, всем раздают материал, и Джамбул Владимирович нам говорит, что вот мы должны сделать такую значимую работу в памяти Сарии Лакоба. Формат такой документальный, мы рассказываем там какие-то сценки из жизни. Это очень трогательно, очень трогает за душу, потому что просто до конца осознать все-таки жизнь и силу воли, вообще силу внутренней этой женщины нам, наверное, никогда не удастся. Об этой удивительной женщине написано немало книг и стихотворений. Судьба ее была необычна и трагична. Она подверглась нечеловеческим пыткам в тюремных застенах, но не предала своего мужа, известного политического деятеля Нестора Аполлоновича Лакоба. Не очернила его имя, отвергнув требования говорить, признать, что он враг народа. Мы имеем какое-то общее, достаточно туманное представление о том, что происходило в эти годы, как именно, каким образом, как страдали люди в тот период, как мучили людей, как они пропадали без вести. И что самое интересное, я для себя какой-то маленький вывод сделал, я думаю, что он достаточно правильный, потому что вот этот террор, он начался, по сути, с Абхазии, с гибели Нестора Лакоба. После этого только начался 1937 год, потому что он погиб 28 декабря 1936 года, а буквально через 2 дня уже 1937 год. И, по сути, это был первым шагом к большому, именно такому массовому всесоюзному террору. Со своим будущим мужем Нестором Лакоба Сария познакомилась у себя дома, когда он скрывался от английских оккупационных властей. Нестору сразу же приглянулась дочь Ахмеда Джихоглы. Ей на тот момент было всего 15 лет, но она не побоялась родительского гнева и сбежала вместе с Лакоба. До наступления 1936 года жизнь семьи казалась безоблачной. Сказал бы в коме: вот, моя жена. Все поменялось, когда Сталин предложил Лакоба занять место народного комиссара внутренних дел. Руководитель Абхазии ответил отказом, поскольку понимал, что его хотят убрать подальше от республики, чтобы развязать руки Берии. Когда в один из декабрьских вечеров Нестор сообщил, что в одиночку собирается в Тбилиси, куда его немедленно вызвал Берия, Сария, всегда сопровождавшая его в поездках, стала спорить. Он решительно не намеревался брать жену с собой и хотел ехать только с личным водителем. Но перед тем, как он сел в машину, раздался выстрел. Теперь я знаю, если со мной что-нибудь случится, ты будешь плакать. Зловещее пророчество сбылось практически сразу. Живым из Тбилиси Нестор уже не вернулся. Когда в дом пришла ужасная новость о том, что Лакоба скончался, горю Сарии не было предела. Я очень надеюсь, что этот вечер заставит нас не только вспомнить о Сарии Лакоба, но для многих это будет своего рода, мне кажется, новая информация. Люди просто узнают многое, о чем они не знали. Еще больше начнут ценить нашу историю и личности, которые являются ключевыми фигурами 20 века в истории Абхазии. Сценарий к театрализованному представлению написал историк Станислав Лакоба. Прошло интересно это все, судя по реакции людей, зрителей. Конечно, это все непросто было, но какие-то точки были основные определены. И получилось то, что получилось, благодаря Ираклию Хиндба, Джамбулу, Жордане и актерскому коллективу. Я думаю, что это очень имеет большое значение для того, чтобы эта память о
легендарной Сарии, чтобы она сохранилась в народе. В рамках вечера в Русдраме был объявлен сбор средств на открытие памятника первой леди Абхазии. Такая легендарная личность, как Сария Лакоба, которая стала символом силы духа, упорства, преданности, несомненно, она оставит и свой след в искусстве, и в театральном, и в изобразительном искусстве. И сегодня прозвучала идея памятника, и мне кажется, эта идея уже не только несколько лет, а на много лет уже. Я очень надеюсь, что она будет воплощена. Помимо театрализованного представления, в фойе театра была организована выставка, на которой были представлены не только фотографии, но и редкие архивные документы и свидетельства, рассказывающие о Сарии Лакоба во время репрессий. Вот мы с вами сейчас стоим на улице, да, и у меня ощущение, как будто атмосфера спектакля выплеснулась на улицу. Это очень ценно, потому что все было очень живо, динамично. И было ощущение непосредственной эмоции, и создан такой живой образ Сарии, и вот как будто она сейчас витает в воздухе. Это вообще на самом деле редкая удача, и то, что актеры на сцене волновались, и даже не всегда была четкая дикция, это все тоже создавало как бы свой особый такой настрой. Это необыкновенно трогательное было зрелище, несмотря на весь трагизм ситуации и на трагизм судьбы этой женщины. Это такая красивая трагедия, близкая к античной. И невозможно вот без слез смотреть на это, просто невозможно. И надеюсь, конечно, что вот такие истории должны пробуждать в людях любовь к жизни, тем не менее, что человек может пройти через такое ради любви. После 2 лет пыток и издевательств Сария скончалась в 1939 году в Артачальской тюрьме в Тбилиси. Место ее захоронения остается неизвестным. Для народа Абхазии история Сарии Лакоба – это история о великом терпении и стойкости духа, о мужестве и преданности родине и семье. Сария Гварацхеля, Дэвид Ангваб для события недели. В октябре в Абхазии был запущен проект Россотрудничества «Основы высоких технологий и развития цифровой грамотности», тиражирование лучших практик использования электронных образовательных ресурсов, разработанных в рамках проекта «Стэмфорд». В проекте приняли участие более 150 школьников из разных регионов Абхазии, а итоговый семинар прошел в Абхазском государственном университете. Репортаж Эсма Голанзе. Все участники образовательного проекта «Стэмфорд» с воодушевлением и большим интересом прошли интерактивный курс по изучению естественных наук, таких как физика, химия и биология. В рамках курса учащимся также были предложены дистанционные проекты, эксперименты и вебинары с участием известных ученых. Использованы различные познавательные фото и видеоматериалы. Я, как преподаватель Абхазского государственного университета, и также как представитель Министерства просвещения и учитель биологии в общеобразовательной школе могу сказать следующее, что для нас с вами это действительно удивительная возможность того, что мы можем быть современниками нового витка в образовательных технологиях, да, которые помогут нам с вами лучше и качественнее понять всю специфику предметов естественно-научного цикла. Чтобы эти удивительные предметы, как физика, химия, биология, являлись не только скучными предметами, которые вы вынуждены проходить в школе, да, а что вы с придыханием сердца сказали: ух, благодаря Стэмфорду я еще лучше понял свою удивительную любовь к этим предметам. Проект «Стэмфорд» – это образовательная онлайн-платформа, которая позволяет школьникам открыть и познать мир высоких технологий. Она делает образование более интересным и востребованным, а также помогает детям определиться с выбором будущей профессии. Самая главная особенность проекта – это его устойчивость. Чтобы после того, как он закончится, он у нас с вами закончится 31 декабря 2019 года, но мы очень верим и надеемся, что платформа Стэмфорд будет жить в Абхазии еще достаточно долго, и вы будете продолжать работать с нашими ресурсами, а мы будем продолжать их создавать не только для школьников Российской Федерации, а еще и для наших школ, наших партнеров, которых мы приобрели, развивая, собственно говоря, этот проект.
После открытия семинара школьники разделились на несколько групп и отправились в разные кабинеты, в одном из которых прошел мастер-класс по выращиванию кристаллов из медного купороса и поваренной соли. Значит, открываем с вами пачку и будем пытаться растворить как можно больше медного купороса. Значит, аккуратненько. Начинаем потихоньку перемешивать. Пока одни ждали созревания кристаллов, другие принимали участие в викторине. Соревнуясь, отвечали на разные вопросы по биологии. В перерыве между мероприятиями дети поделились своими впечатлениями от проекта. Все новое, как бы мы живем в 21 веке, это все нанотехнологии, тем более это очень важно в наше время. И мне кажется, знанию это никогда не помешает, поэтому я решила принять участие и не пожалела. Эти знания, конечно, мне помогут, поскольку я проходила тест, мне особенно понравился про нанотехнологии. Нанотехнологии сейчас используются в медицине, я как раз хочу поступить на медицинский, и мне кажется, что в дальнейшем мне эти знания пригодятся. По словам организаторов образовательного курса, активность, которую проявили школьники Абхазии, говорит об интересе детей к естественным наукам и современным технологиям, а значит, у данного проекта есть будущее. Эсма Гуланзе, Эльдар Тамиров, Абхазское телевидение. 10 декабря в Центральном выставочном зале откроется выставка, посвященная 80-летию Союза художников Республики Абхазия. Союз художников был создан по инициативе преподавателей Сухумского художественного училища в 1939 году. А уже в 1940 году была организована первая выставка абхазских художников. Такими были события уходящей недели. Какими они будут, мы обязательно расскажем в следующей программе. Всего доброго!